проверка звука. Звук должен появиться. А теперь звук слышно нету? Напишите, пожалуйста, в чате, кто слышит. Хайрлы кеш, салям алейкум. Кім бізді ишті? Плохо слышно, говорят. Пишут, что эхо есть. А сейчас эхо есть? Напишите, пожалуйста. Ну, это в телефоне. А, в телефоне? В каком телефоне? Здесь же. Так. А сейчас эхо есть? Раз, проверка звука. Друзья, напишите, есть ли эхо. Можем определить, есть эхо? Пока в данный момент я ничего больше не смогу сделать, справить как-то. Можно начинать. Да, начнем. Звук тогда есть? Звук слышно хорошо, эхо нет. Все отлично. Ну что, друзья, добрый вечер, хайрлы ирте. Ой, хайрлы ирте, хайрлы кеш. Со мной сегодня мой друг Рамиль, исследователь родословных татарских, исследователь Шежере. И мы сегодня хотим поговорить об очень такой интересной теме. В принципе, как можно это назвать? То есть исследование своих корней, получается. Давай так назовем. Да. Рамиль, давай мы сначала познакомимся с тобой. Кто ты, откуда, что ты есть такое? Меня зовут Рамиль Габдрахимов, я родом из Набережных Челнов, поступил в Казань, обучался в КФУ на историческом, на татароведении, кафедре татароведения. Параллельно во время учебы в магистратуре я начал работать в архиве, делать родословные людям, и постепенно, в принципе, вот больше 3 лет отработал от должности главного архивиста до должности заместителя директора. И вот с этого года я уже в частном порядке начал заниматься созданием, восстановлением истории семьи людям, которые не могут, или у которых нет времени заняться этим лично. А почему ты именно решил, что вот генеалогия, именно вот родословная? Как у тебя происходил выбор? Опять же, случайность, то, что я попал в архив, по сути, в котором я
начал заниматься генеалогией. И именно вот с первого дня, когда я, в принципе, взял старый архивный документ, метрическую книгу, уже какой-то отклик дал, и постепенно в процессе работы я осознавал, что это интересно, это такая некая детективная работа, которая очень затягивает, и невозможно от этого сейчас уйти, остановиться, так скажем. Вот, и теперь как продолжаю. Ну, то есть ты, получается, просто начал получать удовольствие от того, что у тебя какая-то детективная работа, Да, да? да, да. Здесь прям вправду как детектив просто реально работаешь, потому что часто бывает, что ты не можешь там найти, например, какую-то цепочку имен, и приходится там окольными путями, так скажем, с помощью там других каких-то фактов доказывать, что вот этот предок конкретно твой предок. Слушай, а сколько ты уже смог составить родословных вообще? Вот просто предвосхищая вопрос, Мгм. нас могут смотреть люди старшего возраста и скажут, что ты слишком молод. Как тебе Да, довериться? такие комментарии бывают на самом деле, но опыт, как мне кажется, уже достаточно наработан, потому что Ну, сколько и лет? со времени работы в архиве уже больше 100 родословных точно сделано. 100 родословных, ребята, 100 родословных. Напишите в чате, 100 родословных это нормальная вообще цифра для исследователя? Или чтобы ему довериться и попросить его сделать свою родословную, нужно, чтобы он больше сделал родословных? Рамиль, сейчас есть какие-то родословные интересные, которые вот ты разбираешь, смотришь, рассматриваешь? Ну, понять, в принципе, любая родословная, она всегда интересная. В каждой родословной находится какой-то такой интересный факт, который так обозначает индивидуальность каждой родословной, так скажем. И, ну, вот понять именно, что вот какие-то интересные факты найти, понять, интересно ли это родословное, можно понять только в конце. Потому что до этого ты просто сидишь, набираешь информацию, анализируешь, и только уже когда в конце ты готовишь для клиента итоговую работу, ты вот понимаешь уникальность каждой родословной. Вот. Но говорю, вот у каждой есть своя особенность. У кого-то там можно найти в сведениях о никахе что-то интересное, там, сколько махра давали, какой был выкуп, там, какой был возраст у жениха на момент брака. У кого-то там можно найти такой факт, что бабушка с дедушкой были, оказывается, из одного рода, и Из одного рода, из одной семьи, то есть? по сути, да, да. То есть из одной семьи муж приходился своей жене четвероюродным дядей, по сути. То есть, Ты принес какую-то книжку, родословную книгу, покажи это. да, конечно. Ну, я оформляю как бы родословную в таком виде, и в данном случае это моя собственная родословная. Здесь по материнской стороне, по отцовской, уже сделано. Дядя делал, я ее только перепроверил. Это по материнской линии со стороны бабушки, со стороны дедушки. Здесь я в основном, то есть... На сколько лет ты смог углубиться в свои родословные там? В моем случае, это получается середина 18 века, то есть 1750-е годы примерно. А лучше почему не получилось? Потому что у меня предки были указаны башкирами, и... Вот, ребята, обратите внимание, башкир. Нет. Это, в общем, тяжелый вопрос про башкир, потому что... Ну, почему башкир и почему я не смог углубиться дальше? Потому что башкир начали учитывать в переписи населения только с 1795 года, с ревизии 1795 года. И до этого, получается, их нигде не указывали, поэтому вот в моем случае мы останавливаемся на этом. В случае, когда родственники указаны там татарами, можно спуститься до времен Петра I, там 1720-е, 1680-е годы. Вот. А почему башкиры? Потому что вот моим предкам было выгодно записать себя башкирами. Но, опять же, даже вот в практике работы в архиве очень многие звонили и спрашивали, почему у меня предки указаны башкирами, хотя никто не знает, что у нас в семье были башкиры. Слушай, а вот
Есть же институт вот этого припущенников, да, вот вотчина землевладения, который был в Уфимской губернии, и туда было направлено несколько волн миграции татар, там из Мещеры, да, там вот из Нижнего Новгорода, вот мишари туда переезжали. И они как бы входили вот в владение землей, да. Вот ты такую информацию не нашел, получается, просто ты дошел до конкретного своего прародителя, который был записан как башкир, да? Ну, по сути, да, потому что я пытался далее, так скажем, связать. Есть по моей деревне более древний документ, в котором указаны ясачные татары. Мгм. И вот у меня, получается, предок Юзликай, его зовут Юзликай, вот он, такое же имя фигурирует в более древнем документе среди ясачных татар. И, возможно, вот этот Юзликай из ясачных татар был записан далее в башкиры. Мгм. Вот. Но доказать это я не могу, поэтому утверждать я тоже так не могу. Слушай, а как вот ты, как исследователь родословный, да, как ты вот определял линию? Потому что, ну, понятное дело, вот если ты на одном поколении поднимаешься, у тебя два родителя, если на второй уровень поколения у тебя уже 4 родителя, на третий 8, 16, 32, 64. Как ты вот эту вот, можно сказать, ветку прокладывал вот конкретного своего прародителя? Ну, в принципе, везде в генеалогическом сообществе принято делать родословно по мужской линии. Конкретно вот Юзликай Бабай, так скажем, это у меня по мужской линии моей мамы. То есть отец моей мамы, дед моей мамы, и вот так прямая линия получается. Вот ты правильно сказал про вот этот закон генеалогии, когда каждое новое поколение количество предков удваивается. Да. Так можно делать свою родословную бесконечно, то есть там 10 лет, 15 лет. В основном принято, и многие так делают, как бы по мужской линии самое главное. Там, понятно, у меня есть... Ну, ты, получается, от мамы пошел по мужской линии, а вот от отца у тебя... От отца у меня тоже все готово, там у меня делал дядя. Он вот, в принципе, тоже внес некоторый вклад в заинтересованность мою в изучении родословной. Он уже сделал, он сам обращался в архивы Казани, в архивы Уфы. Я просто уже в дальнейшем перепроверил документально, все ли так, и получилось все верно. То есть по этой линии я не стал ничего нового придумывать. Ну, по линии, значит, смотри, матери у тебя получилось прародители башкиры есть, а по линии отца Также тоже у меня башкиры. мама с Тукаевского района, папа с Актанышского. А, То ну, есть все это Мензелинский уезд. Да, все, это Уфимская губерния, получается. Да. Неплохо. Что сегодня нужно иметь человеку, чтобы вот начать интересоваться и составлять свою родословность? С чего начать? Вот мы сейчас вот делаем видео, у кого-то из наших зрителей загорелось желание узнать, если у него в роду какие-нибудь нагайцы или башкиры. Вот давай скажи вот пункт А, пункт Б, пункт С и так далее. Да. Ну, самый главный пункт, как в принципе в любой другой работе, это самое первое, это подготовиться к работе, то есть хотя бы завести там тетрадку, папку какую-то-нибудь, в Word документ. Более продвинутые люди могут уже зарегистрироваться на специальных сайтах, скачать специализированные программы. Это, например, MyHeritage, бесплатная программа по созданию древа. Как? MyHeritage. Ну, я думаю, мы потом, когда будем делать тайм-коды по нашему видео, там пропишем. Да. Есть русская программа «Древо жизни», есть еще Family Space сайт. Ну, в принципе, сайтов много, в котором ты можешь собирать информацию, и у тебя автоматически строится вот это дерево. То есть ты сам должен заложить туда какую-то информацию. Да. А что это за информация? Вот, что нужно знать, чтобы начать? Вот, я знаю своих Девани, имена, получается, Аби Бабай, то есть прабабушки, прадедушки, да. Догадываюсь об их годах рождения, но это не точно. Этого достаточно? Ну, вот, в принципе, даже когда, если, например, ты сам обращаешься в архиве всегда спрашивают 3 факта. Это фамилия, имя, отчество, место рождения и примерную дату рождения. Ну, там, в радиусе 5 лет, например. Чтобы в архиве уже специалисты могли более такой узкий промежуток посмотреть, нежели там по всему Татарстану искать.
Вот. Вот по этим 3 фактам, в принципе, можно начать изучать свою родословную. Например, там у тебя, не знаю, дед родился там, или прадед в 1902 году до революции, то есть, и мы находим его рождение, далее начинаем искать брак его родителей, рождение его отца и так далее. Вот цепочка так продолжается дальше. Вот. По поводу, что сделать, как сделать свою родословную, да? Первый пункт вот это вот эти вот сайты, программы. Второй пункт это опрос родственников и, так скажем, ревизия домашнего архива. Все же, в принципе, сейчас накопились документы, надо их разобрать, там, потому что много свидетельств о рождении, например, ты же говоришь, что точно не знаешь, там, где ты, когда родился. Это может быть где-то написано, и не обязательно делать запросы в ЗАГС, например, чтобы это уточнять. Опросить родственников тоже. У многих есть старшие родственники, там, Аби Бабай, там, или старшие тети, которые помнят или даже могли записывать какие-то сведения. В принципе, если их опросить, уже можно сделать такую приличную родословную там, на 50-80 человек, и далее уже работа будет намного быстрее идти. Рамиль, самый главный вопрос при составлении ШЖР, сколько это стоит? Хорошо, просто. Давай вот скажи, это дорого или при каких условиях это становится дорого? Ну, может быть, это дешево. А вы, кстати, можете написать в чате, сколько вы готовы заплатить за исследование своих родословных. Давайте прикинем ваши, так сказать, возможности, ну и твои возможности как исследователя. Рынок так сформировался, так скажем, да, рынок в Казани, в Татарстане, что сделать свою родословную начинается от 20 тысяч. А, так скажем, обратная сторона, там уже она идет максимальная, смотря как ты хочешь это оформить, насколько глубоко ты будешь искать, насколько широко. Вот 20 тысяч это та минимальная сумма, с которой исследователи начинают работу. 20-30 тысяч. Хорошо. Вот ты исследователь, я к тебе пришел, я твой клиент, я тебе готов заплатить 20 тысяч. Ты начинаешь ковыряться, ищешь и говоришь, проблемы. Нужно ехать в архив в Уфу, там в Астрахань, в Москву. Ценник поднимается? Здесь я изначально, когда мы еще договариваемся о работе, я, так скажем, делаю анализ истории населенного пункта. То есть я тебя изначально спрашиваю. Предварительный анализ делаешь? Да, делаю. Я узнаю, что вот половина документов в Казани, половина в Уфе. Это там одна сумма. Ну, в принципе, она не меняется даже, если, опять же, надо реально поехать в Астрахань. Но это уже реже намного. Потому что раньше все-таки не так часто переселялись по практике. Вот. Там уже, естественно, сумма увеличивается. Или, например, когда каких-то сведений недостаточно, приходится ехать в деревню клиента, например, и там опрашивать аксакалов, там ходить в зират местный, на кладбище. Ну, тогда тоже сумма увеличивается. Это все за счет клиента, так понимаю, да? Поездки? Да, это, в принципе, так и рынок сформирован. В Москве, например, изучение... Основные компании, самые крупные, они в Москве и Санкт-Петербурге. У них изучение самое минимальное от 200 или 300 тысяч, если не ошибаюсь, начинается. Вот. И, соответственно, там, судя по тому, по интервью, которое я смотрел, доходит средний чек до 1 000 000 рублей. То есть люди готовы платить за изучение истории своей семьи. Ребята, 1 000 000 рублей, чтобы установить своих предков. Ну и, соответственно, выразить свое уважение к ним. Рамиль, меня интересует такой вопрос. Вот понятное дело, почему люди раньше интересовались своим родословным, своим ШЖР. Ну, откатимся примерно лет 100 тому назад, примерно тогда машин не было, все проживали либо в городе, либо были сельскими обывателями, жили вот своими деревенскими этими общинами, да, и браки, как правило, заключались там, ну, между жителями там одной деревни, другой деревни. Ну, как, например, у меня вот Давати, да, там, в принципе, 2 соседние деревни Кукмарского района.
И, конечно, важно знать свою родословную до 7-го колена, чтобы Алла сакласын, не было какого-то кровосмешения, да, чтобы, так сказать, люди тогда, наверное, на интуиции понимали важность вот этого вот генетический аспект, да, вопроса вот этого. А вот мы живем в современном мире, мы перемещаемся, я могу завтра выйти там, то есть завтра могу жениться на каком-нибудь там англичанке, послезавтра на француженке, да, как бы нет такой необходимости в знании своих родословных. Но к тебе люди приходят. Вот что движет современным человеком создать свою родословную? Здесь, в принципе, у всех всегда разные причины. Кто-то, можно это разделить так. И, в принципе, важно понять свою причину, зачем тебе нужна твоя родословная. У кого-то там эмоциональная причина, то есть там умер какой-то член семьи или появилась семья новая, например, кто-то женился и хочется оставить наследие свое. Кто-то именно ради внуков, то есть появились внуки как раз тоже, и чтобы внуки знали, кто они такие, люди заказывают свою родословную. Кто-то, в принципе, просто делает свою родословную как элемент престижности, что ли. То есть приходят гости, и чтобы, например, показать им, и было вообще о чем поговорить, многие делают свою родословную, в такую книжку, может, в тубус с такой огромной, в виде плаката, и показывают. То есть причины разные. А был какой-то, вот, на твой взгляд, самая экзотическая причина, почему вдруг люди захотели сделать ШШР? Здесь так тяжело сказать все-таки экзотическое, потому что... Вот смотри, вот у людей есть ожидания, вот сделай мне, пожалуйста, родословную, мне там кто-то из родственников сказал, мне, наверное, там татарские князья, Чингисхан, да, татарские князья, что-то такое. В открытую никто не просил там найти до Чингисхана, и сразу скажу, это в принципе нереально дойти до Чингисхана. Если только там вправду какой-нибудь знатный род был, и то документально все-таки это найти тяжело. Вот. Нет, все-таки вот прям в лицо мне никто не говорил, что хочу там узнать, там были у меня там родственники какими-то знатными людьми, но все-таки у многих есть легенды, что вот мой дед был раскулачен, там владел мельницей какой-нибудь, например. Такие факты, да, можно найти, и в принципе они либо подтверждаются, либо опровергаются в процессе работы. Мы, наверное, потихонечку перейдем на ответы на вопросы. Так, у меня тут немножко... Ребята, пишите в чате, как вам то, что Рамиль сказал, есть ли какие-то непонимания, что он говорит. Так. В принципе, здравствуйте, я тоже хочу узнать свою родословную, как это сделать, куда мне пойти, пожалуйста. Наверное, сразу скажем, можно найти страницу Рамиля Габдрахимова, да? Буду рад помочь. Ссылку сделаем. Так, а так вообще, да, в архив можно вот прийти наш? Да, вот самый главный пункт, о котором, в принципе, надо было сказать, когда вот ты уже обратился к родственникам, узнал информацию, ты идешь или в ЗАГС, пишешь заявление в ЗАГС с просьбой там найти информацию о родственниках, которые там родились, умерли или женились уже в советское время. До советское время, то есть время уже Российской империи, нужно обращаться в региональные архивы. В нашем случае это архив Казани, архив Уфы, Государственный архив Республики Татарстан называется, или Национальный архив Республики Башкортостан. Есть два пути работы с архивом. Это или написать запрос, заплатить денежку тоже так же. Один запрос в архив Республики Татарстан стоит 730 рублей. То есть это найти запись о рождении, например, прадеда. Вот. Например, дальше найти бракосочетание прадеда или прапрадеда уже. Это опять 730, и так набирается сумма. Или же бесплатно можно записаться в читальный зал, прийти, тебе помогут. Открываешь документ, читаешь, сам составляешь, но здесь есть такая сложность у татар, и у башкир тоже. Метрические книги – это основной документ, в который записывались основные сведения: рождение, брак, смерть.
они все велись на старотатарской графике, то есть нужно уметь читать из Кремля. Из Кремля. Да. Рамиль, ты умеешь читать из Кремля, да? Обязательно, да. Ребята, кто-то тут в чате спрашивал насчет из Кремля, если что, вот Рамиль специалист. Часто слышал от нагайцев, что у казанских татар все рода от Нагай. Правда или нет? Или рода не принадлежат какой-то нации? Ну, я, наверное, немножко переделаю этот вопрос. В вот этих вот документах, по которым создается родословная, можно ли выявить принадлежность к тому или иному роду? Принадлежность, например, к роду нагайцев? Ну, там или... сейчас же много всяких родов. Просто, ну, вот документ, например, Шаджара, я так понимаю, да, там, наверное, можно как-то отследить. Но вот документ Шаджара, это же тоже особый вид источника. Вообще вот Шаджара, именно как документ архивный, можно сказать, они составлялись только на знатные рода, там, например, каренских татар, это сейчас уже в Кировском районе, если не ошибаюсь, деревня Карина. Вот. У них там рода знатные были. А так, большинство населения это были крестьяне, и их родословную ты составляешь с помощью различных архивных документов. То есть здесь метрическая книга, в котором подряд записывается, кто родился в этом году. Здесь ревизская сказка, где пишется состав семьи. Ревизская сказка, она в принципе составлялась для обложения налогом населения. То есть делаешь вот так родословно по разным документам. И нет вот такого, чтобы ты нашел целый документ Шаджара Трахимовых там, и просто уже там все написано. Так, к сожалению, не бывает. Ну, то есть вывод, если вы изначально принадлежали к какому-то знатному роду, скорее всего, у вас есть Шаджара, и вы там можете узнать свою родоплеменную принадлежность, а если нету, ну, значит... Да и, в принципе, вот в этих документах делали упор не на там принадлежность к роду, а основным было это сословное деление. То есть вот ясачные татары, вот служилые татары, вот башкиры, вот тиктяри. И вот по такому принципу как раз велся учет населения. То есть ревизские сказки, они составлялись по такому этносословному принципу тоже. Так, насколько в Казани актуальны родословные при брачевании? Ну, не знаю, город-миллионник, в принципе, да, не особо актуально. Не часто встречаешь. Так, в Нагаях и других тюрках запрещено заключать браки между родственниками в 7 поколениях. По-моему, это традиция вообще хроническая, по-моему, да, знание 7 поколений. Ну да, 7 поколений это как бы... Это что Бекляр-Бек спрашивает. Ну, как да. Да. Но опять же, вот я же рассказывал про эту ситуацию, что, грубо говоря, 5 поколений, они уже женились. Еще тогда, причем, когда, в принципе, то есть до революции там люди устно, конечно, знали там и 7, и больше наверняка поколений своих предков. Но опять же, генетически, я так понимаю, там можно с троюродным родственником уже жениться или замуж уходить. Вот. Поэтому здесь как бы у каждой семьи, я так понимаю, были свои, или у каждой деревни даже свои традиции в этом плане. Так. Ребята, давайте поактивнее задаем вопросы. Вот вопрос интересный. У западных татар славянские черты лица. Кстати, да. Ты сказал башкир, и сразу все стали говорить, где же тебе монголоидность? Да. Ну, вообще, хотелось просто отметить, вот такую история такая есть. Еще во время работы в архиве это тоже было. Заказчик, то есть заказал свою родословную в Буинском районе, в деревне по этой деревне делаем его родословную. И вот уже в самом начале, грубо говоря, там, на 3-4 поколении мы не можем найти там, деда Гимрана в документах. Смотрим среди метрических книг, там нету. Пришлось ехать в деревню, опрашивать местных аксакалов. Тоже очень, там есть, в принципе, такое, что они начинают рассказывать все подряд, и вот надо уметь выловить вот там вот этот одно маленькое слово, которое поможет зацепиться, и вот во время такого рассказа услышали мы, что они были Яма Татарлар, по-моему, если не ошибаюсь, он так их назвал. Новотатары? Ну, как бы, да, получается, в процессе потом мы начали копаться и поняли, что в деревне жили отдельно татары, отдельно чуваши. В 1905 году
была провозглашена свобода вероисповедания, и часть чуваш из православия перешли в ислам. И Ничего себе. вот этот Гимран Бабай при рождении, оказывается, был Иваном. То есть он был Иваном, его отец потом принял ислам, и где-то там в 5 лет он из Ивана превратился в Гимрана. И оказалось, что вот у клиента 25% чувашские корни. Вот, поэтому я думаю, у многих, в принципе, есть такое смешение. Я думаю, у меня наверняка есть, потому что я в процессе вот работы понял, что у меня деревня Верхний Байлар в Тукаевском районе. Она появилась из деревни Старый Байлар, а в Старый Байлар приезжали люди уже из Елабужского уезда, в котором, в принципе, было больше удмуртского населения тоже. Что есть такой риск, и как бы исключать, не то, что риск даже, то есть такой факт, и как бы наверняка у меня там есть удмуртские корни. Удмуртские корни. Интересно. Найти это тяжеловато. Вообще, а вот ты вот как сказал, Шежере сделал, да? Вот Бабай Гимран это единственный вариант, когда вот он раньше был Иваном, стал Гимраном. Это прям такой выявленный случай. Часто бывает, что документов о переходе из ислама там, в православие или наоборот из православия в ислам, они часто не сохраняются. Поэтому просто бывает, что обрывается линия. То есть делаешь предположение, что, возможно, он перешел, но доказать это никак не получается из-за недостаточности документов. Вот. А в данном случае мы прям нашли документ, нашли старые метрические книги православные, в котором было написано его рождение, и потом уже по православной линии мы пошли и делали родословную. Вот. Так. А вот то, что вот ты обнаружил, что у тебя предках были башкиры, это, скорее всего, сословная, получается, категория, да? Таких случаев вообще у тебя вот за твою практику исследовательскую было сколько примерно? В том плане, что у татар предки были записаны в башкиры? Да, башкирами были записаны. Вообще, или ты вот твоя ШЖР просто уникальная, пока еще Нет. твоя практика? Это, в принципе, было распространено по всему юго-востоку Татарстана, так скажем. Которая раньше была Уфимская губерния. Уфимская губерния и еще Бугульминский уезд Самарской губернии. Там тоже много было татарских деревень, в котором были записаны как башкиры. Опять же, например, родословная Ризадина Фахриддина. Он, сейчас же он считается татарским ученым. На самом деле, он при жизни себя татарином не да, считал. там много... Он себя булгаром считал. У него было булгарское самоопределение, хотя его внуки и дети-то татарами себя считали. Опять же, это вопрос самоопределения, самоидентичности. Так, я тебя перебил. Что дальше у нас по Риза Фахриддину? И вот Ризадин Фахриддин во время, если я сейчас могу ошибиться, какой это именно документ, там, например, в документе о рождении Ризадина Фахриддина его отец указан как Тептярин. В дальнейшем там Ризадин Фахриддин, у него в паспорте он указан как башкир. Через, опять же, несколько лет, уже там то ли при смерти, то ли при рождении ребенка, он уже указан как татарин, если не ошибаюсь. То есть 3 документа и 3 разных обозначения этносословных, так скажем. Я немножко дополню эту картину, потому что у нас на канале Татары Мира есть интервью с исследовательницей биографии Ризадина Фахриддина, с Байбулатовой. К сожалению, забыл имя, прошу прощения. Вот. Значит, по Ризадину Фахриддину картина какая? Ризадин Фахриддин, будучи очень плодовитым автором, ни разу ни в одном произведении не написал, что он является башкиром. Это вы нигде не найдете, ни в его дневниках, ни в его публикациях. Он был потому что издателем-редактором. Вот. Есть статьи, где он топил за то, что он булгар. Он как-то отстраненно относился к этнониму татары. В то же время есть исторические документы, его удостоверение личности, говоря современным языком, где написано, что он башкир. Его, родовая деревня раньше находилась в Самарской губернии, по-моему, да?
Вот. Но сейчас она в составе Татарстана находится. Так что, в принципе, перед нами действительно интересный человек. Значит, его дети, внуки татары. Сам он себя считал булгаром. По паспорту он башкир. Да. Папа у него типтяр. В общем, собрал Ну, вот это- всю коллекцию собрал. Это, в принципе, вот показывает ситуацию на юго-востоке Татарстана в то время. У многих деревень была именно такая ситуация, что они где выгоднее, в принципе, туда и приписывались по логике. Ну да, в принципе, вот так вот. Так, ну, может быть, еще какую-нибудь интересную личность тебе доводилось встречаться вот по происхождению? Где восстанавливали родословную Шихбуддина Марджани, я сейчас уже не помню, он какого сословия был указан, но он, когда уехал на хадж и вернулся, ему уже выдали документ о том, что он бухарец, то есть он вообще как будто не местный и приехал сюда из Средней Азии. А как это получилось? Но это уже вопрос к русскому правительству в то время, в принципе. Я думаю, там часто были такие проблемы, потому что уезжали-то не на 3 месяца, там, не на год даже, а там, по 7 лет, по 10 лет могли быть в хаджи и там, в принципе, жить везде по чуть-чуть. Поэтому, ну, как бы мы не смогли понять, почему именно вот так получилось. Немножко отвлечемся. Так, шибко умному Бекербеку хочу сказать, что по родословной место, так сказать, исхода рода Реза Фахретдина является местечко рядом с Зеленодольском, что рядом с Казанью, где и в помине никогда не был башкир. Это просто так. Теперь вернемся по поводу вот того, что Шихбуддин Марджани был записан бухарцем. То есть это значило, потому что он выехал просто сделать хадж, получается? Ну, я сейчас уже боюсь тоже ошибиться с этой историей, но опять же, как я помню, мы, получается, он же родом вот из деревни Марджань, по-моему. Его отец еще из другой деревни, там, в общем, мы его родословно очень долго восстанавливали, потому что как раз муллы, они часто переезжали из одного места в другое, там, получали указ с Оренбургского Магометанского духовного собрания и ехали работать, так скажем, в другую деревню. И вот мы нашли документ о том, что ему разрешили поехать в хадж. Он поехал, и нашли документ, как можно сказать, типа паспорта, в котором он уже отмечен как приезжий. Правительство русское. Я уже то есть какой-то чиновник получается. Да. То есть это документ на русском языке уже, не на татарском. В принципе, такие вещи всегда регулировало само правительство. Это не давали, так скажем, в работу там, духовному собранию, например. Вот. Слушай, а вот такой вопрос, да. Современный Татарстан, если смотреть на нее географически, значит, запад это была Казанская губерния, восток это часть была Уфимской губернии, да. Вот тебе как исследователю, вот ты как решаешь эту задачу поиска данных, если там у человека там по ЖЖР, по родословной тогда половина Казанской губернии жила, половина Уфимской губернии. Ты, получается, вот 2 города работаешь? Ну, здесь вообще бывает не только еще там Казань и Уфа, например. Буинский район и соседние к нему районы, они относились к Буинскому уезду Симбирской губернии, то есть Ульяновск нынешний. Кукмарский район, он отчасти входил в Вятскую губернию, Малмышский уезд, это современный Кировский, по сути, Киров город. Что еще? Агрызский район, он относился, опять же, тоже к Вятской губернии. Елабуга, Елабужский уезд тоже Вятской губернии, поэтому здесь... Альметьевский район Самарской губернии? Альметьевский, да. Вообще, вот весь юго-восток, он тоже Бугульминский уезд Самарской губернии, поэтому все приграничные территории, они всегда делаются тяжелее, потому что приходится обращаться то сюда, то сюда. В случае с Уфой, например, это решается или путем выезда, или путем приобретения скан-копий документов. В случае с Самарой там сделали чуть-чуть полегче, там ревизские сказки, они отсканированы, можно заказать в системе ЕАИС просмотр документа, тебе открывают, ты просто открываешь, смотришь все, что тебе надо.
А вообще, в принципе, вот документы, например, метрические книги по многим территориям пограничным, по самой Казанской губернии, они очень много хранятся в Уфе, потому что в Уфе было Оренбургское Магометанское духовное собрание. И метрические книги, они велись в 2 экземплярах. Один отправлялся как раз в собрание духовное, а один оставался в деревне. И вот по многим деревням бывает так, что вот эти отправленные экземпляры не сохранились только деревенские, они более ветшем состоянии, обветшали, в более худшем состоянии, но это единственный источник, который позволяет становиться родословным. А вот в уфимских губерниях там не переправляют источники, не изменяют их в свою угоду? Нет такого, потому что... Я не замечал, по крайней мере. А то просто сейчас же такая предпереписная татаро-башкирская дискуссия, и много идеологов башкиризации татар, там Азамат Ермулин, например, да, он, по-моему, в архиве именно работает, и нет ли ощущения, что ребята в Уфе немножко ковыряют в свою выгоду документы, вот эти вот архивные? Если так смотреть, там уже все для них удобно, так скажем, написано, ну, потому что, говорю же, весь Юго-Восток, Восток Татарстана, он практически весь записан как башкиры, и вот именно на это, в принципе, делают упор при башкиризации населения. Но опять же, большинство населения в помине не помнит, чтобы у них там дедушки или прадедушки были башкирами. Они все считают себя, самоидентифицируют себя татарами. Я думаю, здесь, в принципе, Слушай, вот давай немножко теоретический вопрос. Насколько глубоко в глубь веков можно углубиться при поиске своих родственников? Вот, понятное дело, значит, ревизские сказки, да, то есть это такие переписи в Российской империи, по-моему, которые раз в 10 лет, по-моему, проводились. Они вообще по-разному проводились. Всего было 10 переписей. Первая по указу Петра I, там, в 1719-22 годах. Начало 18 века, ребята, вот первый документальный источник. Более древние есть переписные книги, там, за 1680-е годы, но это уже очень маленький процент, что вы найдете такой документ. А это, наверное, скорее всего, какие-нибудь аристократы, наверное, в эти книги попадают? Нет, не простые крестьяне? Бывают и крестьяне, потому что здесь уже были вопросы землепользования, там, и часто записывали, по там, принципу, там, вот эта земля, этому эта земля относится. Ну, то есть землевладельцы, получается, записывались? Да, ну, в принципе, там каждый, по сути, считался землевладельцем, если так можно выразиться. Ну, говорю, это редкий документ, на него вообще не стоит обращать внимание, там переписные книги такие. Самый основной это вот ревизские сказки, самый первый в 1722 году, самый старый 1858-1859. Ну, в каждом регионе по-разному. Вот. А потом уже идут метрические книги, которым нужно как раз-таки... Сначала ты работаешь с метрическими книгами, потом переходишь в ревизские сказки и вот так уже углубляешься дальше. 2 основных таких блока документов. А вот в Москве какие архивы есть, которые могут быть тебе полезны при составлении вот чьих-нибудь родословных? А вообще, в каких случаях нужны московские архивы? В принципе, практически во всех случаях, потому что ревизские сказки, они там, грубо говоря, последние 5 ревизских сказок хранятся в региональных архивах, там Уфа, Казань, там, Самара, Ульяновск, а уже более старые, как раз 1-я, 2-я, 3-я ревизия, они хранятся в Москве. В Российском государственном архиве древних актов РГАДа часто нужно обращаться туда, чтобы они или прислали сканкопию целой деревни, или сами нашли и просто прислали тебе справку. Вот. То есть здесь всегда практически работаешь или с 2, или с 3 архивами, когда восстанавливаешь родословную. Слушай, а вот если смотреть хронологически, да, 17-й год, революция, в принципе, у нас Российская империя умерла, родился Советский Союз, но все равно были потрясения, была гражданская война, наверное, в городах были пожары, наверное, горели какие-то исторические источники, архивы в том числе. Вот тебе, как исследователю, какие-то трудности появляются вот этот временной промежуток, начала 20 века? Как раз вот 1917-1925 года, это как раз там промежуток, когда
Может быть так, что и в архиве нету информации, и в ЗАГСе, ну, то есть это уже отчасти в ЗАГСе хранится, они уже передают в архив. И бывает так, что вот дед родился у человека как раз в этот промежуток, документов нет, если они есть, они там порваны практически полностью, там только лоскутки бумаги остались. Да, и приходится в таком случае как раз-таки спрашивать про братьев, сестер у деда. Ну, если он родился там в 1917 году, может у него брат в 1915, находишь его, подтверждаешь, грубо говоря, слова клиента, и уже по нему потом начинаешь поиск дальше вглубь. Вот. Вообще говоря про вот этот промежуточный период, много было историй, что эти, допустим, метрические книги, их складывали в сарай, но так как было мало ресурсов у людей, сарай вокруг разбирали, оставалось просто вот это куча бумаг посередине улицы, там под дождем, под солнцем. Это, конечно же, не самый положительный эффект для бумаги. Ну, если ты так говоришь об этих вот документах, как будто они до тебя дошли, они что, такие документы доходили до тебя, получается? Которые... Да, которые вот остались там под дождем. Не, ну, так историю каждого документа я не знаю, но, опять же, в документах часто видно, когда их там подъело солнце, подъела вода, потому что края часто бывают там в пятнах. Вот я думаю, это как раз такие документы, которые повидали жизнь. В твоей исследовательской практике был такое, все-таки вот начало 20 века. Так, ребята, кто нас слышит? Проверка звука. Так, естественно, Услар, yazılış şartta, естественно. Опа, есть, все, отлично. Так. Немножко мы были в небытие, но сейчас вернулись обратно в наш эфир. Рамиль, значит, пока мы тут ввели наши технические настройки, сказал, что есть информация о родовой принадлежности по тамге, которая сохранилась в документах. Расскажи, пожалуйста, что на самом деле ты имеешь в виду? То есть ранее в метрических книгах при записи о бракосочетании, о никахе, многие татары, так как не умели писать, ставили родовой знак тамгу свою. То есть, по сути, этот родовой знак, он исходил от родоначальника, ну, от самых там, не знаю, древних времен. Эта тема очень плохо изучена. Каждый, по сути, этот знак, он очень напоминает знаки из рунической письменности, тюркской и енисейской памятники. А как-то получилось их расшифровать вот эту тамгу, что закодировано в этот символ, в этот знак? К сожалению, ну, говорю, эта тема очень плохо изучена. Там у меня, например, по материнской линии вот, ну, такой в виде трезубца. Как украинский, да? Нет, не совсем. Ну, вот здесь вот видно. Сенек тебе приговор. Вот, или там, не знаю, как куриная лапка в таком виде. Вот, то есть у каждой семьи был свой родовой знак, он изменялся очень минимально, то есть у брата так, у другого брата там снизу одна линия, сверху одна линия, так. Ну, то есть с минимальными изменениями. И вот по сути вот эта тамга, она как-то нас отсылает к этим к родовой принадлежности какой-то. Вот тема очень плохо изучена. Слушай, а вот есть понимание у татар каких групп, ну то есть там хотя бы территориально, Казанская губерния или Уфимская губерния, да, вот встречаются такие тамги в документах. Вот у казанских татар есть тамга? У тебя, получается, есть, потому что ты восточный, получается. Нет, это тамга была везде, то есть. И у татар Казанской губернии тоже. Да, каждый ставил тамгу, или кто-то расписывался там кулон куйдам, там, да, там, а кто-то писал там тамгам салдан, и вот его родовой знак какой-то. А у тебя вот, получается, в документе в твоем личном шажере тамгу поставил твой прародитель кто? Женщина, мужчина? Мужчина ставит. То есть там, допустим, никах пишет, ну, никах
Пишется информация о молодоженах, кто есть кто, какого сословия, сколько им лет. Пишется информация о поручителях вали вакиляр, то есть со стороны невесты это отец обычно, со стороны жениха также отец, реже бывает там братья или они сами. И вот каждый ставит тамгу, что да, так и есть, именно такой махар, то есть такой выкуп, грубо говоря. Шахидляр, то есть свидетели тоже ставят свои тамги. И вот иногда, в самом крайнем случае, когда ты не можешь связать какие-то имена, можно с помощью тамг попробовать вот, связать один род с другим. Ну, то есть, если у них одинаково. Да. Слушай, вот тут в чате у нас делают предположение, да, или я не совсем понимаю, или вопрос. У татар была тамга не родовая, семейная. Вот есть какое-то понимание по этому вопросу? Это семейная у тебя там тамга или родовая? Ну, вопрос хороший, на самом деле, здесь. Нет, если нет понимания, давайте, Нет, ребята, да. дальше продолжим исследовать. Ничего страшного. Опять же говорю, тема очень плохо изучена, но здесь род и есть семья. Ну, то есть, тяжелый вопрос. Мгм. Вот, поэтому оставляем вопрос открытым. А ты вообще вот своих родословных только вот один вид тамги, то есть вот татарский сенек увидел, или еще какие-то тамги? С отцовской стороны там у меня там в виде креста, ну такого крестика, и по краям вот палочки прорисованы. Ну, у каждого была своя тамга. То есть какие-то вообще напоминают китайские иероглифы. Поэтому... Слушай, вот вопрос твое заявление, твои тезисы немножко задел меня. Люди, которые не были грамотными, подписывались в никах тамгой. Угу. Ну, как-то у нас есть ощущение, что татары были одним из самых крутых, передовых, грамотных народов Российской империи. Как так получилось, что до тамги докатились? Да, кстати, вот хороший вопрос, потому что, ну и вправду же у нас есть такое мнение, что каждый практически умеет писать и читать. Ну, здесь вот вопрос такой, ставили ли они просто потому, что ну, это такой семейный знак, или они все-таки вправду не умели писать, и поэтому как закорючку свою оставляли. Открытый вопрос. Так, у нас в чате опять пробежало какие-то проблемы с техникой, как будто прервалась связь. Все нормально? Посмотри, пожалуйста. Так, ребята, кто нас слышит, напишите, пожалуйста. Есть контакт. Ага. Так, ну, наверное, Рамиль, мы с тобой немножко давай будем закругляться, чтобы людям, которые не успели на наш эфир, было удобно смотреть. Мы, в принципе, около часа уже с тобой беседуем. Значит, какие мы выводы можем сделать? Итак, главный вопрос все-таки, чем сегодня может быть интересно вот это вот генеалогическое исследование для современных татар, которые, в принципе, уже, наверное, в городах живут и не боятся там, будет ли кровосмешение с девушкой, которая не любит или нет. Значит, ну да. Подытоживая, можно сказать, что я считаю, что каждый должен знать, каждый татарин, да не только татарин, все должны знать свою родословную. Это не так важно, как там, чтобы не было кровосмешения, но важно, чтобы ты в принципе знал, кем были твои предки. Это как, ну, как можно сказать, это помогает определиться в жизни, что ли. То есть, ага, вот мои предки жили вот так вот, платили вот такой вот выкуп. Ну, как бы помогает самоопределиться в жизни, так скажем, этот вопрос. Вот. Но я рекомендую каждому делать родословную самому, потому что это как-то сближает, духовно как-то сближает с родственниками, потому что вот я нашел тамгу по отцу, я очень долго ее искал, и такая радость была, что ну вот, как будто вот поздоровался с прадедом там, с прошлым. Ну, то есть, так установил такую вот связь, да, получается, да. И, ну, то есть, ты уже все запомнил его имя, запомнил его отчество, и ты сможешь устно просто даже передать эту информацию своим потомкам. Слушай, ну, я, наверное, из нашей беседы сделаю такой вывод. Во-первых, я не знал, что у тебя, значит, в предках есть сословие башкир, вокруг которой у нас сейчас и устраивается эта татаро-башкирская дискуссия. Вот.
другой момент интересоваться своей родословной интересно, потому что как Резидин Фахредди можно много всякого собрать в одной родословной. Значит, еще раз, значит, папа у него типчар, сам себя считал булгаром, дети, внуки у него татары, по паспорту он башкир. Все собрал. Вот. Ну и можно найти информацию по тамге о своей какой-то родоплеменной вот этой вот истории. Глядишь, Да. глядишь, с помощью этой тамги или Чингисхана начинать. Ну, в теории можно. В общем, Дуслар, Тешлер, кім біздің болды, кім чатта yazған еді, кто писал с нами в чате. Всем большое спасибо за участие. Всем пока. Кто вот только что присоединился, не волнуйтесь, обязательно составлю я по тайм-кодам, значит, наши темы небольшие, да, вот во время беседы будет вам удобно ориентироваться в наши видеоматериалы. Всем спасибо, всем большое. пока. Сау болыңыз.